Ассаламу алейкум, всех приветствую, дорогие друзья. Перед тем, как вы приступите к прослушиванию этого голосового чата, хотел сделать небольшое объявление. Если вы тоже хотите стать участником голосового чата, задать свои вопросы, подискутировать с нами или просто высказать свое мнение, у вас есть такая возможность. Под этим роликом будет ссылка на телеграм-канал Абу Садам Шишани. Переходите по этой ссылке, подписывайтесь на канал и станьте участником следующего голосового чата. Спасибо за внимание. Салам алейкум варамтуллахи баракату. Дорогие друзья, у нас голосовой чат на русском языке. Как обычно, кто может, хочет говорить, заходите по ссылке, которую я закинул на канал, ссылка для спикеров. Кто не хочет или не может по соображениям безопасности, то присылайте в текстовом формате вопросы на бот обратной связи, либо на форму обратной связи. Будем общаться. Ну, что ты видел нападение на школы в Турции, что скажешь? Я вот только сейчас об этом узнал, наткнулся на эти публикации. Тут уже тело его даже, этого стрелка окровавленное, тут закинули на канал. Я в целом не в курсе был, поэтому не могу ничего конкретного сказать, только вот сейчас начинаю ознакомливаться с этой ситуацией. Что в целом, что можно сказать? Конечно, страшное преступление, любое преступление, которое совершается против детей в школе, это страшная вещь. Ну что, 2 дня подряд голосовые чаты, ты в ударе. Ну да, тут конец недели, вчера у нас был голосовой чат на чеченском, а если я сегодня не сделаю голосовой на русском, получается, эта неделя у нас проходит, а придется тогда делать завтра, в субботу, а в субботу у НИИСО бывает голосовой чат, и получается, что мы параллельно идем, это не очень хорошо, потому что у нас аудитория в большинстве своем пересекается, и людям неудобно, и как бы и там хочется слушать, и здесь слушать. И поэтому стараюсь, когда я помню об этом, как бы я стараюсь этого не делать. И, в общем, решил поэтому сегодня сделать голосовой чат. Завтра у нас будет как бы выходной, и потом мы уже в эфире Ютуба увидимся. Иншаллах. Салам Тумсо, есть инфо про отца Хасана, их отпустили? Нет, никакой информации не поступало пока. Ничего о них не известно с тех пор, вот как их забрали уже. Сколько прошло? Больше года, да? О них нет никакой информации. Тумсо, если бы у тебя был выбор полететь вместе с последним экипажем на Луну или в Мариинскую впадину отправиться, что бы выбрал? Ничего себе, ты меня перед тяжелым выбором поставил. Не, ну я бы, наверное, полетел. Скорее, да. Это мне как-то... Не с точки зрения, что мне там что-то интересно. Мне на самом деле ни то, ни то как бы особо не интересно. И здесь с точки зрения, что мне из этого как бы более неприятно. И вот эта глубина, вода, это мне как-то, наверное, сильнее неприятно, чем а, полететь в космос. Поэтому да, я бы, наверное, полетел. Да и в целом как-то, не знаю, мне кажется, веселее было бы. Невесомость, там что-то ты, какие-то новые ощущения у тебя будут. А здесь ты ничего, а, ну, кроме того, что ты увидишь, и там для себя ты отметишь, что был в самой глубокой точке. Но по ощущениям ничего такого там, я думаю, не будет. 1 год в Грозном или 100 лет в Стокгольме. Ну все, начались викторины. Не, ну это, я думаю, даже сам вопрос сравнения, сопоставления немножко неправильно. Про Белкису Минцаеву слышал. Да, кстати, вот буквально перед началом эфира прочитал эту новость на Кавказ Реалии. Вот, Кавказ Реалии пишут. Минцаева прописана в Новосибирске. Ранее она записала обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором заявила, что 2 года назад бывший муж выкрал 2 ее дочерей, когда они гостили у бабушки в Чечне.
Понятно? Отец своих детей, своих двух дочерей выкрал, когда он их отвез к себе. И смотрите дальше. Позднее суд оставил младшую дочь с отцом, а старшую с матерью. То есть по вот этой хронологии, которую Кавказ Реалии описывают, получается, когда он выкрал, как они говорят, выкрал своих детей, видимо, Минцаева обратилась в полицию, в итоге это дело довели до суда, и суд постановляет, младшую дочь, 6-летнюю, оставляет с отцом, определяет ее место жительства с отцом, а старшую с матерью. И, и эта старшая вместе с матерью уезжает в этот Новосибирск. Дальше. А сколько ей лет? Я не знаю, здесь не пишут, сколько старшей. Младшей... тут и про младшую не пишут. Откуда я взял, что ей 6 лет? 6 апреля, здесь я перепутал. Короче, мы не знаем их возраста. Далее, смотрите. Суд, значит, оставляет эту младшую дочь с отцом. 6 апреля Минцаева приехала в республику, чтобы навестить своего ребенка, то есть вот эту младшую дочь, которая с отцом. Та сказала, что скучает по сестре. Минцаева забрала ее, и вместе они улетели в Новосибирск. Понятно? До этого, когда отец своих детей от бабушки к себе забрал, Кавказ Реалии пишут, что он их выкрал, а когда то же самое делает мать, причем здесь в этой ситуации есть решение суда, который определил, что местом жительства этой младшей дочери является прописка отца. Тут в Кавказ Реалии пишут, что они не пишут, что мать выкрала младшую дочь, а пишут, они улетели в Новосибирск. Просто. После этого ее бывший муж заявил в полицию о похищении. Просто настолько двойные подходы, стандарты. Это что за журналистика такая? Но она не то же самое делает, она вообще противоположное сделала, потому что он-то в своей республике, находясь рядом, просто от бабушки забрал к себе, получается, она увезла в другой регион, куда-то в Сибирь, еще и самолет, все дела. То есть это намного серьезнее. Короче, я почитал это и думаю, ну, да, понятно, что здесь ее сейчас удерживают где-то в полиции Натеричного, по-моему, и там никаких иллюзий по поводу этих кадыровцев нет. Это они твари, там, вне зависимости от того, что они делают. Но просто вот такая журналистика, она как бы не внушает никакого доверия. Когда в одном случае это выкрасть детей, а в другом случае это просто улететь в Новосибирск, при этом не поставив отца в известность, без его разрешения. Ну, в целом, надо сказать, что большая часть журналистов в России, они как будто нацелены на то, чтобы уничтожить институт семьи, особенно именно на Кавказе. Очень часто такие оголтелые такие нападки бывают именно на отцов, в то время как зачастую они бывают неправы, конечно, это нужно признавать и говорить, но то, как они, наплевав на какие-то местные устои, традиции, ментальность и так далее, просто поперек всего начинают именно свою либеральную повестку совать, в то время как порой сама эта женщина, там, скажем, в кавычках, жертва, не придерживается их взглядов, как бы, но они навязывают это и выступают в роли, создают такую как бы видимость, типа они защищают женщин Кавказа, они любят особенно вот эти вот такие общие такие заголовки какие-то там, вот, как будто создавая такое впечатление, якобы женщины на Кавказе все где-то на цепи сидят, и вот их нужно защитить, вытащить как-то, я не знаю, и тому подобное. Бро, насильно забрать и увезти, и по желанию ребенка забрать его разницу не чувствуешь. Там дети рыдают и говорят, что хотят жить с матерью.
Ты чего, просто по половому признаку решил отстаивать? Ну, я в этой статье нигде не вижу, что они рыдают и хотят жить с матерью. Хотя даже если я в этой статье это увидел бы, я, конечно, вообще в эту информацию бы не поверил. То есть у меня нет достоверной картины. Я просто вижу статью и обращаю внимание, что в ней есть двойные подходы. А когда мне говорят, что отец их именно выкрал, они не хотели, а мать, значит, по желанию это сделала, я, конечно, такую информацию никогда не поверю. Потому что это самые такие манипулятивные темы, когда начинают апеллировать тем, что там, дети хотят здесь там, или там. Детей забирают родственники отца, настраивают их против матери, и потом ссылаются на то, что они не хотят жить с матерью, например. То же самое мать делает, забирает, настраивает против отца, и потом ссылается на то, что они не хотят с отцом. Это, конечно, вообще не учитывается. Но я вообще исходил чисто из этой статьи. Здесь сказано, что вот до суда довели, суд постановил один с ним, один с ней. Ну, вроде как справедливое решение, разделили. Ну и плюс сам факт того, что дети, две девочки, и мать живет в Новосибирске, то есть хочет их вообще далеко отвезти от родственников отца, конечно, это вообще для меня это однозначно неприемлемая история. Они разведены, да? Ну да, я просто себя ставлю на место, вот, например, такого отца. Мать, ну окей, развелись там, но без проблем, дети маленькие, пусть живут с матерью. Но живут так, чтобы я имел доступ к своим детям, они имели доступ ко мне. Если мать заявляет, я в Новосибирске хочу с ними жить, ну тогда ты живи в Новосибирске, детей оставь. Ну посмотри видео тогда, как будто вы не знаете, как много таких ситуаций у нас в республике, как мужья манипулируют этими детьми. А то мы не знаем, как много у нас ситуаций в республике, где же матеря манипулируют этими детьми. Что нам теперь? Судить все по тому, что мы знаем? В моем окружении были именно ситуации, когда матеря манипулировали. Значит ли это, что всегда мать не права? Нет, не значит. Да, бывает, что там очень несправедливые родственники отца очень сильно реально манипулируют, не дают видеться, идут против религии. Да, такие моменты есть. И есть обратные примеры, когда мать делает с помощью инструментов, которые предоставляет власть, через различные обращения в органы и так далее, в том числе путем поклепа на своего бывшего мужа, путем оговора, обвинения его в различных преступлениях. Таким образом ограничивает детей, не дает видеться. Такие тоже примеры есть. Так, меня опять выкинуло. Я тут смотрел видео, мне скинули, где эти дети плачут. Мать там тоже что-то говорит. Ну, как я сказал, у меня как бы для меня такие видео абсолютно не являются доводом. То есть дети, которые были с матерью, и они, значит, что-то говорят про отца, это свидетельство того, что мать настроила детей против отца. Пусть они поживут несколько там, недель с отцом, который будет их настраивать против матери, и они будут ровно то же самое говорить про мать. Салам алейкум. Томсо, тут возник небольшой спор по поводу того, что ты в одном эфире утверждал, что Абу Яхья Крымский заблуждается в некоторых вопросах. Не мог бы ты разъяснить подробно, если ты утверждал такое? Ва алейкум салям ва. Когда я такое утверждал? Что-то я не помню, чтобы я что-то такое говорил. Там еще написано, что родственники мужского пола со стороны отца домогались даже. Да, кстати, вот это тоже обычная
сразу бывает, как будто бы для сгущения красок, вот подобные вещи. Короче, минимум доверия у меня к подобным статьям. Одна из дочерей только с матерью, а до этого жила с отцом, о чем ты ужасно предвзят. Да, мать приезжает без спроса, просто так забирает, крадет эту дочь, увозит ее в Новосибирск, и я предвзят. Интересно, вот любой из нас, если бы вот себя поставить на место, если, например, ну, я говорю про мужчин сейчас, или если эта женщина пишет, давай, допустим, твоих племянников, вот у тебя там, брат был женат, развелся, и твою племянницу просто приехала мать, без спроса, без ничего забрала, это нормально? А если хотела забрать, надо было договориться как-то, самой не получается, людей своих, там, будь взрослые, старики, я не знаю, Курайшитов прислали бы, Хаджицинов, Нахну. Как-то надо было решать. Не красть же детей. Ну, на самом деле неизвестно, что там было у них. Это такой темный лес, вообще вряд ли кто-то может точно, однозначно что-то сказать. Да 100%, я говорю, мы здесь не встаем на чью-то сторону. Мы просто чисто по самой статье мы видим, что здесь есть предвзятость и двойные подходы. Неприемлемая просто журналистика. Явно видно, что в одной и той же как бы ситуации, хотя, да, как ты заметил, даже ситуация там не одинаковая. Одно дело в республике от бабушки там к себе домой забрать. В теории это, это недалеко. А совершенно другое дело украсть ребенка и увезти его в Новосибирск за несколько тысяч километров. И вот в такой ситуации вот сказать, что отец, значит, выкрал своих детей, а мать улетела вместе с дочерью в Новосибирск, это нормально вообще? Журналистика, Это которую мы заслужили. явная манипуляция детьми, потому что она прекрасно знает традиции и знает, что раз она развелась, значит, она осознает, что детей она, ну, скорее всего, не увидит, не будет с ними жить, как минимум. Даже если будет часто видеться, все равно они должны быть не с ней. Она это прекрасно понимает. И зная это, она проявляет вот эту строптивость и увозит. Тут два варианта. Либо она такая, как бы, ну, это минус для нее, либо же он настолько ее замучил, что она на такое пошла. А об этом мы не узнаем. То есть, ну, тут просто интересно не их конкретно случай, не этой семьи, а вообще в целом вот эта тенденция подхода вот этой вот журналистики, вот типа вот этот как бы западный такой либеральный подход, где женщина всегда права в этих вопросах, где даже если она не права, все равно ее надо сделать правой там и так далее. Соответственно, вот эти традиции, все это разрушается, как бы им это в радость. Даже если это мой брат, кто угодно, забирать детей у матери – это самое последнее, что может сделать мужчина. Более того, мужчины отдают детей своим родственникам или новой жене, которым они близко никогда не будут нужны, как их матери. Ну, смотрите, в идеале это происходит так. Если развод уже произошел, то пока дети маленькие, на них больше права имеет мать. При условии, что она не выходит замуж, ну и, разумеется, не ведет там какой-то распутный образ жизни. То есть в нормальной ситуации дети, конечно, остаются с матерью, пока они не достигнут этого возраста различия, это где-то в районе 7 лет, когда они сами могут выбрать. То есть в этом возрасте их уже спрашивают, где, с кем они хотят жить. И если они выбирают мать, то до совершеннолетия они остаются с матерью. Если же хотят жить с отцом, то они живут с отцом. При этом, где бы они ни жили, с матерью или с отцом, вторая сторона, с которой они не живут, конечно, имеет полный как бы, доступ
Ну, под полным доступом я не имею в виду, что они могут приехать там в любой момент и зайти к тебе домой, но имеется в виду, дети должны второго своего родителя как бы полноценно иметь. То есть он может, если они живут с матерью, отец может забирать, то есть должны быть определены, какой-то график должен быть определен, когда дети будут с отцом, когда он сможет с ними видеться. А если наоборот они, значит, выбрали, например, возраст различия, достигли, они выбрали мать, то наоборот, мать должна иметь возможность видеться со своими детьми, они должны ее посещать, там, оставаться, в том числе и родственников в материнской линии. То есть это вот в нормальной ситуации так это бывает. И если кто-то хочет спорить с тем, что нет, такого у нас не бывает, но вы просто лжете тогда. В большинстве своем у нас именно так и бывает. В подавляющем большинстве именно так это происходит. Теперь есть вот эти эксцессы, когда развод получается очень такой тяжелый. Там и муж с женой сильно поругались, и родственники то с той и другой стороны друг друга видеть не хотят, не могут. То есть такие моменты, и здесь, к сожалению, дети становятся таким манипулятивным инструментом. Но здесь что, они только ими манипулируют только со стороны отца, что ли? Нет. Я не потому, что у меня есть слухи, у меня есть непосредственные рядом люди, которые столкнулись с манипуляцией со стороны матери, бывшей жены, которая не просто запрещала там, а поклеп писала заявление, чтобы просто детей ограничить отца в встречах со своими детьми. Поэтому что мы теперь из-за этого должны, я должен говорить, что нет, всегда женщины только это делают. Нет, я понимаю, что там, где могут, это будут мужья использовать. Там, где могут, это будут использовать жены. Ну да, к сожалению, есть такие моменты. Это все, как бы, мы ничего из этого не отрицаем. Мы сейчас говорим про конкретно вот эту статью. По-моему, все очень просто. И гиблое дело сейчас спорить со мной, что в этой статье все нормально написано. Ненормально. Когда одна и та же ситуация, значит, здесь говорится, что отец выкрал детей, а тут мать просто улетела с ребенком, это ненормально, это не журналистика. А ее сейчас задержали, да? Да, вроде ее задержали. Где-то на Заречном РОВД что-то такое там писали. Тумсо, я развелся, когда сыну и года не было, оставил его с матерью, и в один день проснулся и нашел сына в Европе. Вот и я сейчас в Европе. Спросить меня, то остался бы дома с сыном, такие дела. Вот видите, какие моменты. Вот эта мать не выкрала, она просто улетела с ним в Европу. Хочу об одном напомнить тебе: в ситуациях кровной мести или каких-либо чрезвычайных ситуациях всегда спрос идет с отцовской стороны, и ответственность приносит отцовской стороне. Спокон веков у нас такое, материнская сторона не берется в ответственность. А почему ты решил мне об этом напомнить? Как это связано с обсуждаемой нами темой? С тем, что воспитание должен давать отец, ребенок не может рассуждать и в 7 лет, что его может в дальнейшем коснуться, поэтому в грудном возрасте можно оставлять с матерью, а дальше полностью воспитание и ответственность должен нести отец. Я к тому, что ребенок не может выбирать, с кем ему комфортно жить. Если ты мусульманин, то ты должен руководствоваться исламом, а не своими рассуждениями. Ислам говорит, что мать имеет больше прав на своих детей, пока они, пока они маленькие. До возраста различия, то есть до 7 лет, мать имеет на них больше прав. И если мать не выходит замуж за другого, либо если
проживание с матерью не несет вред для этих детей. То есть, если она ведет какой-то распутный образ жизни, а, допустим, в плане воспитания она как-то плохо на них влияет. У этой ситуации, конечно, это исключение. Здесь, конечно, мать лишат прав на ребенка. Я имею в виду, по исламу это будет так. Но в стандартной ситуации, когда это нормальная семья, они ввиду каких-то обстоятельств они расстались, это абсолютно нормальная мать, жена, женщина, она имеет больше прав на этих детей. Они живут с ней, при этом отец имеет доступ к своим детям, он с ними видится, он может их навещать, там, забирать, они у него остаются и так далее. Родственники тоже имеют такую же возможность. То есть никакого препятствия в общении с отцом там не может быть. А после того, как они достигают этого возраста различия, дети имеют право выбора. Они могут выбирать, с кем они хотят жить до совершеннолетия, опять-таки. После совершеннолетия там уже все. Там уже дети должны быть со своим отцом. И также, если мать решает выйти замуж, то все, никаких прав больше на проживание проживание с детьми она уже не имеет, она лишается. Она должна этих детей отдать их отцу. Это то, что велит ислам. И здесь как бы к тебе вопрос, либо ты мусульманин и руководствуешься этим, либо ты не мусульманин, и тогда ты руководствуешься там чем угодно. Но нас это тогда уже не касается. А по исламу разве есть такое? Разве, ну, в кавычках, с отчимом не могут они жить в теории? Ну, это только в каком-то исключительной какой-то ситуации такое возможно. То есть, если у них есть отец, и, допустим, этот отец, то есть проживание с этим отцом не несет для них какого-то урона, ущерба, опасности там, и так далее. Хотя даже в этой ситуации там больше прав будут иметь родственники даже со стороны отца. Особенно это касается девочек. То есть проживание девочки с отчимом – это вообще момент, который очень деликатный. Нам все возможное делается, чтобы с посторонним мужчиной девочки не проживали. И вообще мать сама должна, нормальная, любая мать, сама никогда не поведет дочерей к чужому мужику, Да, понимая, какие там могут быть как бы последствия. да, я сам за это, конечно же, но вот я считаю, это нужно быть конченным бичом, чтобы быть за противоположное. Просто я вижу примеры, когда замуж выходят с детьми мусульманки. Ну, там есть, И конечно, исключительные моменты бывают. Допустим, я не знаю, его нет, там погиб отец. У нас много таких моментов в связи с войной было. Например, там Муджахид был, он погиб, родственников никого рядом нет. Она где-то в Европе с детьми, допустим. Родственники дома, там, общения нет и так далее. Она здесь выходит замуж, понятно, что куда она денет детей. Но в я не про большинстве такие. своем, конечно, нормальные матери пытаются детей как бы отдать отцу либо родственникам отца. Ближайшие, имеется в виду, не какие-то далекие родственники. А так право матери на детей, оно в любом случае превалирует в исламе. Пока эти дети маленькие, мать имеет на них больше прав. Более того, даже когда мать, если, например, по какой-то причине, либо мать умерла, например, дети маленькие, либо мать лишена возможности там, воспитания, пока эти дети маленькие, сестра этой матери, то есть их тетя, даже она имеет там больше прав. То есть в суде, в исламском суде эти вопросы рассматриваются, и мать а, имеет гораздо больше прав на детей, пока они маленькие, при условии, что не выходит замуж.
У чеченцев при разводе дети всегда оставались у отца. По чеченским обычаям сторона матери не имеет никаких прав на детей своей дочери. Это сейчас некоторые обрусевшие чеченцы стали претендовать на детей своей дочери, нах, нах. Да, естественно, были исключения, когда дети оставались у матери, но это всего лишь исключение 1 на 100 000. Нет, это неправда. Чеченцы всегда, тех чеченцев, которые понимали свою религию, никогда, да и вообще, пока ребенок маленький, и забирать его у матери для отца, вот это тоже очень проблемный вопрос. Вот маленький ребенок, он его хорошо заберет у матери. Кто будет с этим ребенком сидеть? Если у него есть мать, его мать, то он ее нагрузит. Но опять-таки, если эта мать, например, взрослая больная женщина, ей не до этих детей, никто лучше матери за детьми смотреть не будет. Если это, конечно, не какая-то там исключительная ситуация, где мать какая-то там непутевая. В стандартной ситуации лучше матери за своими детьми никто не будет смотреть. Поэтому нет, эти вещи там всегда чеченцы, никогда такого не было. Да, всегда были, э, всегда было, э, превалировала ситуация, когда дети уже при взрослении, конечно, их передавали отцу. Всегда, когда мать выходила замуж, их передавали отцу за исключительными какими-то ситуациями. Я тут согласен. Но когда именно эти дети маленькие, чтобы их у матери забирали, это, наоборот, это такие исключительные ситуации. Тебе говорят, что горит красный дом, а ты акцентируешь внимание на том, что дом кирпичный, а не красный. Как только семья распадается, ни разу я не видела такого, чтобы отец жил 1 на 1 с детьми, воспитывал их, проводил с ними вечера, разговаривал и давал им ту заботу и любовь, которую бы им давала мать. Если мать не выходит замуж и нормальная, ни один нормальный человек не заберет у матери детей, это всегда делают какие-то маргиналы. Я же вроде бы ровно это и сказал в своей длинной речи. В чем здесь несогласие со мной, я не понял. А если отец женится, а мать не замужем, почему матери не отдают? В смысле не отдают? Я же только что объяснил это. Наоборот, они у матери. Пока они маленькие, они у матери. Потом, даже если они уже не маленькие, то есть достигли 7-летнего возраста, но они хотят остаться с матерью, они опять-таки у матери. Если она не выходит замуж, что значит не отдают? Что лучше, работать в Чечне, как бы тяжело не было, или за лучшей жизнью переехать в Россию или в Европу? Ну, я однозначно оставался бы в Чечне. Ну, либо переезд, опять-таки, когда ты, например, переезжаешь в какой-то другой город в России, допустим, либо ты переезжаешь в другую страну, но для того, чтобы там работать. То есть у тебя не беженский кейс, ты не валишь никуда, а ты, например, переехал в Дубай, допустим, чтобы там какой-то бизнес замутить, и ты работаешь. Либо ты нашел работу в какой-то другой стране или в другом регионе России, и, значит, переехал по работе. Это нормально. Но именно вот эта азулянская история, когда ты просто едешь, запрашиваешь убежище, это только при реальном преследовании. У меня такая позиция. Я мусульманин, ты только что прочитал историю в данный момент, которая произошла в 99%. Мать настраивает против отца, но и в итоге ответственность за его дальнейшие действия лежит на отце. В случае, расскажу, также не отдали сына, мать вырастила к отцу, приходили 1-2 раза, оплачивала за машины разбитые, 1 раз заплатил, чтобы на Украину их забрали, в итоге забрали, и сейчас отец решает и бегает за его судьбу, а материнская сторона не хочет даже о себе говорить, чтобы и к ним не пришли. Смотрите, вот это, видите, вы такими своими высказываниями, заявлениями, вы, наоборот,
льете воду на вот мельницу этих пропагандистов, которые против нас такие вещи говорят. Вот ты сейчас сказал, 99% мать настраивает против отца. Но это неправда. У нас в большинстве своем эти разводы нормальные. У нас в большинстве своем люди нормальные. Когда они разводятся как нормальные люди. И эти дети, вне зависимости от того, с кем они остались, они общаются со своими родителями, ни одна сторона не препятствует. То есть в большинстве случаев у нас нормальные разводы. А вот там, где они, тот процент, который ненормальный, где происходят эти скандалы, это как раз-таки меньшинство. А вы такими заявлениями говорите, вы как бы подтверждаете то, что они говорят. Просто вы думаете, что если вы скажете, что там везде мать на самом деле виновата, что вы как будто бы это опровергаете. Вы не опровергаете. Вы подтверждаете их тезисы о том, что у нас в большинстве своем разводы ненормальные. Или же вот эти тезисы, что у нас в большинстве своем женщин угнетают, у нас женщин бьют. Они берут какие-то вот эти случаи, которые имеются в любом обществе. Они берут эти случаи и говорят, что у них везде вот так. У них везде женщин угнетают, у них женщин бьют. Но при этом любой из вас, вы посмотрите вокруг себя. Сначала в свою семью посмотрите. Вот вы лично, большинство из вас, вы бьете женщин в своей семье. Потом своих родственников возьмите вокруг, своих друзей, которых вы знаете. Вот сколько среди них тех, которые этих женщин бьют, там, угнетают. Вы поймете, что это как бы это меньшинство. Но из этого меньшинства вам пытаются доказать, что нет, это везде вот так. И вы такими заявлениями это подтверждаете. Говорите, да, у нас действительно 99% у нас вот, значит, мать настраивает. Про это Минцаева просто ты так на сторону отца встал, хотя там дети маленькие. Я не на сторону отца встал, я же саму ситуацию не знаю. Может быть, там, если разобраться, то отец окажется неправ. Но я просто саму статью почитал, и об этой статье я сказал, что вот то, что там написано, ну, это явно предвзятая оценка. Как можно в одинаковой ситуации сказать, что вот этот, значит, украл детей, а она с ним просто с ребенком улетела в Новосибирск? Это как, знаете, из магазина один, значит, украл хлеб, а второй просто с ним вышел, пошел к себе домой. Как это так? Живущему 21 год в Литве уроженцу Чечни грозит депортация. Слышали новость? Нет, я и видел, как зовут. Фамилия не разглашается, имя называют Беслан. За него там высказалась Роза, как ее, Дунаева, по-моему, да, правозащитница. Вот, и, ну, в общем, грозят депортацией. Он пришел в полицию для продления вида на жительство. У него дети, граждане Литвы. Но его там задержали в этом участке. Грозятся депортировать, не знаю почему. Ну, не называют вообще ничего. Значит, его, походу, лишили этого вида на жительство. Короче, надо разбираться там в кейсе. Момент, где ты делаешь акцент на 99% и говоришь, что разводы норм, советую обрезать и сделать из этого отдельное видео. Другой вопрос. Что лучше, жить и работать по-черному в Европе или переехать в Москву и жить и работать там? У меня дилемма такая с матерью. Говорю ей, что для меня Европа лучше, чем Москва. Хоть из Москвы домой есть вариант ездить. Что бы ты выбрал, не будь твоей ситуации? Не знаю, тут я тебе ничего не буду советовать. Это слишком уже индивидуальная история. Про грудных детей или совсем малышей не знаю я, но в 99% случаев дети оставались у отца. Это что я видел за свою жизнь вокруг себя. А я родился и вырос в Чечне. Тебе пишут, как отец сам с детьми будет жить, как он сам их будет воспитывать. Чеченцы такое не скажут, потому что чеченец понимает,
Когда говорят, дети остаются с отцом, это означает, что дети остаются у своих дехой, а не с одним отцом. И еще важный момент. При разводе детей у матери не забирают. Жена уходит в дом своего отца, а дети остаются у себя дома. Мгм. Знаешь, если уходить куда-то там в нашу историю, там лет, я не знаю, 100 назад, то в тех семьях, в больших семьях, где там, допустим, Дена, да, бабушка, и при условии, что она здоровая, там, она в состоянии смотреть за этими детьми. В таких семьях я понимаю, что, ну да, дети могут остаться, и за ними есть кому смотреть. Но мы же живем в реальном мире, мы же понимаем, что это далеко не у всех такая ситуация. Далеко не у всех есть, в конце-то концов, эти бабушки, дедушки. Вот развелся ты, например, у тебя там маленькие дети, а тебе кто за ними будет смотреть? Тебе надо жениться, чтобы там твоя новая жена за ними смотрела. Но опять-таки ты становишься перед выбором, кто будет лучше смотреть за твоими детьми. Это твоя новая супруга или же твоя бывшая супруга, но родная мать этих детей. То есть ты уже как отец начинаешь думать, что для этих детей лучше. Я имею в виду в нормальной ситуации, когда эта мать нормальная, когда тебе не нужно переживать, что оставив с ней детей, там они вырастут какими-то непутевыми. Поэтому нет, конечно, можно просто вот здравый смысл отвергать и говорить, нет, вот только так и было. Ну, нет, на самом деле не было. Не было, всегда у нас были. Тем более, если мы смотрим, чем мы дальше будем смотреть историю, там все более как бы консервативнее было общество. Там вообще не было никаких проблем с тем, чтобы оставить этих детей с матерью. Понимая, что у нее за этой матерью стоит там целая семья, отец, братья, тебе не нужно было переживать, что эти твои дети, оставшись с матерью, пока они маленькие, они там вырастут какими-то непутевыми. Это сейчас больше прецедентов, когда об этом нужно переживать. Плюс, опять-таки, остается, дети оставались в доме своего отца. Это опять звучит, когда мы жили в домах, в одном доме у нас, там, в одном цанкерта, да, в одном дворе у нас несколько домов, там все живут, значит, один брат, второй брат, родители. А теперь современный мир, он другой. Сейчас мало кто так живет. Сейчас молодые женятся и, значит, где-то в Грозном там на квартире находятся. Поэтому, короче, это такая индивидуальная история, и пытаться ее сейчас под какой-то общий пустить, ну, не получится. Тем более, когда есть четкие исламские правила, регламентирующие это. Нет смысла с этим спорить. Ну что, неужели кроме Дейнана никого нет? Дейш, Дейвиш, Зуд, Дейнан, Вайкерта, Дейнан, Йоцер, Зуд, Цехул. То, что мать будет лучше смотреть за детьми, это да, но мы же не об этом говорим. Еще раз, я не говорю, что 100% было так, но ты не можешь спорить, что в подавляющем большинстве дети остаются у своих дефлов, или я совсем отстал от жизни. Это удивительное, конечно, удивительное заявление. То есть, если не Дейнан, то ты предлагаешь, с кем этих детей оставлять? Девять зуд, девять зуд, твои дети зачем? Ну, она посмотрит за ними, окей, там, неделю, месяц она за ними, может, посмотрит, а так в целом на постоянку она что будет? Твоя девять зуд будет твоими детьми, что ли, смотреть? Или, как ты говоришь, кроме Дэна никого нет. Окей, Дэй еще, ну, это сестра жены, сестра мужа, получается. А эта сестра мужа, она сама выйти замуж, свою семью устроить не должна, а с твоими детьми будет. Ладно, пока она не замужем, может быть, она какое-то время за ними посмотрит, заменит им
мать, но ей же свою семью надо строить, или она будет выходить замуж вместе с твоими детьми, что ли, да, пойдет. Ну, о чем ты говоришь? Это же понятно, что кроме твоей матери, бабушки этих детей, никто у тебя на постоянной основе за этим детьми смотреть не будет. Я сейчас не беру исключения. Где-то в исключительных ситуациях возможно, что там и твой брат этих детей заберет там свою семью, и его жена, мать его детей, будет твоих детей. Это какие-то, знаешь, какие-то исключительные ситуации, они у нас встречаются, можно привести отдельные примеры, но это не мейнстрим. В подавляющем большинстве эти твои дети, кроме тебя и твоей матери, никому не нужны. В плане их воспитания, я имею в виду, постоянного. Они нужны, да, родственникам, безусловно. Но если ты говоришь, давайте вот возьмите этих детей и воспитывайте их теперь, то тебе скажут, ничего себе. Во-первых, тебе религия говорит, что эти дети, на них больше права имеет мать, тебе сейчас это по-любому скажут. Во-вторых, ты сам, как отец, должен в первую очередь думать о благе для своих детей, и ты прекрасно понимаешь, что лучше твоей бывшей жены, матери этих детей, никто за ними смотреть не будет. При условии, что, опять-таки, она нормальная. Я не понимаю, о чем мы спорим, даже вроде бы элементарные вещи. А в случае, если отца нет, а мать вышла замуж, кто является в приоритете? Бабушка со стороны матери или отца? У нас в основном. То есть как это? Нет, если мать вышла замуж, то там по-любому сторона отца будет. А когда мать умерла, тогда сестра матери обычно имеет больше прав. Но если мать именно выходит замуж, то есть строит новую семью, то в этой ситуации обычно ислам определяет детей с ближайшими родственниками со стороны отца. Потому что, понимаете, вот это, допустим, я сейчас не говорю про индивидуальные ситуации. Где-то кади может рассмотреть дело и, например, оставить детей с бабушкой со стороны матери, например, исходя из каких-то вот соображений. Но я имею в виду по дефолту, по умолчанию, кади будет смотреть, в первую очередь, если эта мать выходит замуж и строит другую семью, он будет смотреть с точки зрения блага для этих детей, и женщины со стороны матери, они будут рассматриваться только в случае, если со стороны отца нет подходящих родственников. Потому что эти женщины со стороны матери, они ведь тоже должны свои семьи строить. Они должны выходить замуж. То есть тогда кади бы, если лучше бы оставил этих детей с их родной матерью, чем передавать их каким-то родственникам со стороны матери. Потому что выйдет, например, эта сестра этой матери замуж, и что она с этими детьми пойдет в этот брак. И потом эти дети будут перед там, особенно если это девочки, перед каким-то чужим мужиком там. Ну нет, это, короче, по-любому это не желательная история. Поэтому в первую очередь, конечно, будут смотреть на родственников со стороны отца. Ваша, салам алейкум, давно думал у тебя спросить, искал даже, может, ты где-то уже объяснял это, вот подвернулась возможность. Сейчас, подожди минуту, я себе чай налью и дочитаю вопрос. Так, продолжаем. Вот говорят, что можно есть мясо животного, заколотого людьми Писания. Да, я с этим согласен. Но я придерживаюсь того, что, например, в России давно нет такого общества, при котором я могу без проблем в любом городе купить мясо и спокойно его употребить. Здесь, в России, на многих мясокомбинатах говядину и свинину вместе разделывают одними ножами и топорами, и от людей Писания у них тут осталось только название, если мы подразумеваем, что нам можно мясо людей Писания из-за того, что они закалывают тут на многих мясокомбинатах животное сначала током бьют, а потом разделывают. Но есть такое мнение, которое мне доказывает мой друг, что, мол, в России живет большинство христиан, поэтому тут люди Писания, а Аллах разрешил мясо людей Писания, и я не должен разбираться, а могу просто покупать и употреблять это мясо. Какое твое мнение насчет
на этот счет? Ты бы покупал и ел мясо, если бы жил, например, в каком-нибудь русском городе? Если да, то почему? Объясни, пожалуйста, поподробнее. Да, у меня такое же мнение, как у твоего друга, он абсолютно прав. Мясо людей Писания для нас халял. Однако, если ты, например, вот из таких соображений считаешь, что оно не халял, то есть ну, нет к тебе претензий, окей, как бы не кушаешь, не кушай, но пока ты не начинаешь вот это навязывать тем, кто а, придерживается иного мнения, нет никаких как бы, проблем. Но как только ты начинаешь это навязывать, вот здесь начинается уже проблема. А так в целом, конечно, сам Аллах дозволил мясо людей Писания, твои доводы о том, что их бьют током и так далее, везде их бьют либо током, либо этим пневмопистолетом, их просто как бы выводят из сознания, после чего их режут, их обескровливают. Поэтому в этом нет никаких проблем. Что касается мясокомбинатов, где, как ты говоришь, свинину и это там вместе, то если есть, ты знаешь, что вот такой мясокомбинат есть, то, конечно, с этого мясокомбината мясо будет харам. И вот этот твой друг тоже скажет, что оно харам. Но это какие-то исключительные моменты, потому что в большинстве нормальных мясокомбинатов эти сами линии, они совершенно разные. То есть там, где линия завода коров, там никогда не будут забивать свинину, потому что ну, не подойдет даже элементарно загон вот этот вот. Там же все на конвейере находится, это не человек ходит и режет, это все на конвейере. Этот конвейер, который рассчитан под крупнорогатый скот, он не может, никак на практике, он не может через себя пропускать свиней. Поэтому там какие-то отдельные моменты, где-то какая-то конченая, если это фабрика, я не знаю, какая-то кустарщина, то здесь нет, конечно, никаких вопросов. Но в целом, что мясо, которое к нам приходит от людей Писания, что оно халял, это текст священный. С ним его может отрицать только неверующий. Тот, кто отрицает, что пища Писания для нас халял, этот человек входит из ислама. То есть это стопроцентный текст. Противоречить ему нельзя. Здесь, если ты говоришь, что да, но вот то-то, я для чего это не понял, все Только это что-то ты чисто пропадаешь. Да, прерывается. так. Тогда, можно, все Какие-то понятно? помехи, когда ты говоришь. Установилось? Не так же. Ладно. Когда я говорю тоже тогда, Нет, я тебя нормально слышу. вот сейчас у тебя тоже нормально. Что-что? Вот сейчас у тебя нормально уже. Да? Что тогда я закончу, короче, свою мысль. Что пища людей Писания для нас дозволена, это священный текст, ему противоречить нельзя. И если ты говоришь, я с этим не спорю, пища людей Писания для нас халял, но вот по той-то причине, именно вот в этой стране я не считаю, и поэтому я для себя это определил, что это харам. То есть тогда это лично твой какой-то вывод, твой ичтихад, который распространяется только лишь на тебя, и ты не можешь им обязывать других мусульман. То есть ты его для себя определил, ты не ешь. Но мусульмане будут есть то, что им дозволил Всевышний Аллах. Салам алейкум. Слышал, что Илья женился? Ты не получал приглашение? Да, я слышал, что в Казахстан, с Казахстана, по-моему, что-то. На девушке из Казахстана женился, что-то такое я слышал, короче. Нет, приглашения не получал. Кто женился? Иллюзионист. Понял. Насчет мяса в этом вопросе на самом деле есть огромное количество высказываний салифов, ученых, как бы там практически единогласное мнение насчет этого, что дозволено есть. И что касается таким ножом режут, не там режут, не на тот бок кладут, не знаю, еще что-то. Вот эти все вопросы, они не входят туда. То есть они не ставят это условием, чтобы выяснять там и так далее.
как касаемо мусульманина не выясняется, так же касаемо них тоже не выясняется. То есть внешне ты видишь, вот ты подошел к продавцу, ты спрашиваешь, ты христианин, ты там, к примеру, да, ты резал мясо или кто резал? Христиане резали. Да, все, короче, вопрос закрыт. Или даже это ты можешь не спрашивать. То есть, если в целом страна как бы христианская, основа как бы такая, да, ты подошел, купил все и ушел. То же самое касаемо мусульманина. Мы же знаем, что те же турки, например, зачастую они даже намаз не делают. И неизвестно, те, которые на бой не резали, делали ли они. То есть, если ковыряться, вот так искать и с каждым там познакомиться, кто режет, кто там разделывает и так далее. То есть, ну, это не лежит условием для покупки мяса у мусульманина или у христианина, иудея. Как бы поэтому это все из области ковыряния. То есть нету этого условия. Если ты сомневаешься, просто не ешь тогда. Если у тебя какие-то проблемы там. Но если изучишь вопрос, то этих сомнений не будет, иншаллах. Салам Но опять алейкум. же, есть мнение имама Шафии, вот то, что он говорит, то, что сейчас людей Писания уже нету там и так далее, это мнение имама Шафии, и оно как бы противоречит всем остальным мнениям, потому что люди Писания, они будут до судного дня, то есть и Не, имам человек, Шафи не считал, что людей Писания сейчас нет. нет, я не И говорю, что он не считал, что нет У имама Шафии Писания. там просто было мнение, вообще в мазхабе Шафии мнение, что те народы, которые приняли христианство после ниспослания ислама, что они как бы не считаются людьми Писания. И, А, и по мнению, то есть те, кто опираются на мнение Шафии, они, для них России мясо не будет халялом. Потому что россияне приняли ислам после, как бы, ой, точнее, ислам говорю, христианство приняли после уже ниспослания ислама. Но это да, это только в Масабе Шафии такое мнение. У меня вопрос по этой теме. Допустим, в ресторанах это вот ты, допустим, заказываешь говядину, там халял написано, все, и там же в этом же списке где-то там какое-то блюдо тоже, ну, из свиньи. Если это все на одной сковороде жарилось, то надо у шеф-повара там, допустим, спрашивать или нет, или как бы довериться, что это там халяльное мясо. А когда ты говоришь на одной сковороде, ты что имеешь в виду? То есть нет проблем в том, чтобы на одной сковороде, если даже там было пожарено, если эта сковорода очищена, то это не проблема. Когда ты говоришь на одной сковороде, ты имеешь в виду, типа, вот сейчас пожарили а, Ну, свинину, и потом на этом же масле, типа, жарят ну, говядину, ты это допустим, имеешь в виду? стейки, да, заказали стейки. Там пожарили стейки из свинины, и потом, ну, типа, не почистили, пожарили стейки из говядины. Я про Ну, это говорю. смотри, вот такое действие ни один уважающий себя ресторан делать не будет никогда. Не потому, что они там тебя оберегают даже, хотя это тоже должно быть в любом нормальном ресторане. Но даже с точки зрения, что это разные мясо, это то же самое, что там рыбу и мясо пожарить на одной сковороде. То есть это делать нельзя по правилам кулинарии. И если ты знаешь, что в каком-то ресторане так делают, то, конечно, там не надо кушать. Хорошо, а если там все это в масле жарится в одном? Ну, то есть Не, и ну нельзя, свинина, конечно, если в одном масле жарится и то нет, конечно. Ну, это, знаешь, то же самое, что сказать, суп в одном бульоне два мяса сварили, типа, можно ли? Ну, нет, конечно. Но опять-таки так не делают. То есть это вообще какой-то конченый должен быть повар, чтобы вот подобное сделать.
Да и в целом, если в одном заведении халяльное мясо и свинина тоже готовятся, скорее всего, там и спиртное есть. А в таком заведении нельзя кушать, если есть какая-то альтернатива. Поэтому просто нужно из него уходить и кушать в другом месте. Или там вообще мясо, например, не покушать в этот день. Я не знаю, как-то чуть-чуть ревность проявить. Как один мне сказал, я, говорит, там месяц или два, не помню, там печеньями питался, говорит, потому что мясо людей Писания не ел. Но за ними же не нужно 50 лет смотреть. Вон их ходят в том, что сумасец, вехан хинцелс, дехош, тейбешки, адеш царев жоплуш, аде эндацвой. Как ты можешь говорить, зачем твои дети нужны саишен вещи зучун санан созучунс аста санана саиш с вещи зуда ожарю сабешк. Совельчаса сада саваш са шич Ишхаусарбу Сабешк Инсалц Ишдацарвай Вегар Дала Дикаву Нисла Абдурахманова Арбац Хокжо Далдиес Сарш на Улле Дахит Пидерш. Ты как бы смешиваешь два этих понятия: ответственность, то есть Хокжо Далдизари, и воспитание маленьких детей. Совершенно разные вещи ты перемешиваешь, и опять ты в одну кучу скидываешь там свою сестру, жену своего брата и твою мать. Это вообще как бы несравнимые вещи. Твоя мать, конечно, твоя мать будет смотреть за твоими детьми. Финансовую и любую иную юридическую они должны нести. Пока ты жив, ты и должен ее нести. В этом нет сомнений. Мы же здесь не говорим про ответственность и про то, кому эти дети причисляются. Мы здесь говорим период воспитания этих детей, пока они маленькие, до 7 лет. И вот это вот лишение, если мы говорим о лишении этих детей возможности проживания с матерью, я не понимаю, о чем спор. Эта славная религия велит тебе, чтобы эти дети оставались с матерью до возраста различия. Мать имеет больше прав на этих детей. С чем здесь спорить? Если кто-то, я сейчас не про тебя говорю, кто-то говорит, а мне плевать, что говорит религия. Вот я считаю, что должно быть вот так, все, никаких проблем. Стрелой как бы вылети из этой религии и дальше со своими детьми что хочешь делать. Но мусульмане, чеченцы будут должны руководствоваться этой религией. И она им велит вот это. Все, я думаю, на этом разговор как бы окончен. Потому что, Хорошо, если... находясь в Европе, ты чувствуешь, что нужно быть осторожным в словах и высказываниях. Не будет ли такого, что если им как-то что-то не понравится, они могут депортировать? Но зависит, наверное, все от того, в каком ты статусе находишься и что за высказывания. Если ты какие-то, я не знаю, нарушающие закон призывы или что-то такое делаешь, что да, тебя могут, конечно, в легкую. Он из Италии на днях депортировали какого-то пакистанского имама, который что-то говорил, там мусульмане имеют право жениться на 9-летних, что-то такое, короче, говорят, опять-таки. Может, он на самом деле этого и не говорил, может, он просто разъяснял там какой-то момент, но это, значит, соответствующим образом донесли, мы не знаем. Но факт, что его вообще без какого-либо решения суда, без ничего, просто, значит, повязали, посадили в самолет и отправили в Пакистан. То есть все зависит от твоего статуса и от того, что ты как бы себе позволяешь. Хорошо. Тумсо, ты комментировал то, что произошло в Дагестане? Там вот это потоп, вот какой-то пиар идет, там, не знаю, куча блогеров, все так, это все распространяется. А, вот со стороны государства какие-то действия ведутся, но как будто
блогеры больше вещают об этом, больше показывают и так далее. Что ты думаешь по этому поводу? Не знаю, я видел этот скандал, и из-за этого скандала там сейчас многие лишились квартир, которые бы им были подарены. И я, честно говоря, не сформировал какого-то своего мнения по этому вопросу. А так в целом по Хамзаеву что думаешь? Да вообще конченый, видеть его. Ну, там просто и как бы противоположная сторона тоже абсолютно неприятные, несимпатичные мне люди. Поэтому там не с точки зрения, что вот эти мне приятные, эти неприятные, я не так на это смотрю. Просто с одной стороны есть люди, которые могли бы получить квартиры, и им плевать, что они там энергетик прорекламировали или что, сделали они себе рекламу или нет. Искренне они там ради Аллаха что-то делали или исходя из каких-то корыстных побуждений. Этим людям было интересно, что они, значит, получат жилье, и они его не получили. С другой стороны, есть вот этот факт того, что на чужом горе эти пытаются там что-то пиариться. И, короче, в этом надо разбираться и какое-то мнение формировать. Я этого не делал, поэтому я не готов что-то об этом говорить. Ну вот, допустим, если ты там, ну вот, я вот как со стороны смотрю на эту ситуацию, если как бы у человека есть намерение, да, то есть там подарить квартиры, ему для этого нужны лайки и там, ну, он же это прям об этом говорит. Но вот пришел Хамзаев и начинает там свою лепту вносить и немножко как бы ситуацию усугубил, и на что, типа, ну, тот же Тамаев, который хотел подарить, он уходит и говорит, мол, типа, он мне мешает, поэтому я ухожу отсюда. Ну, типа, если другими словами говорить. Просто я чуть, честно говоря, если у человека было намерение помогать, ну, почему чьи-то слова его должны задевать и как бы разворачиваться на этом? Как Нет, бы там я вот... лайки, понимаешь, он правильно сказал то, что когда там набираются просмотры, больше людей это видят, там и донатят, и на этих просмотрах там зарабатывает он и так далее. То есть денег больше становится, он может больше помогать. Поэтому здесь нету поводов для замечаний, если он попросил лайки ставить. Хамзаев просто он, ну, просто черт, который говорит там про лайки и про энергетик, в то время как в Кизляре тоннами разливают спиртное, коньяк, там, не знаю, вино, водку и так далее. И туда он не идет и ничего не говорит. Или до этого Литвин, например, сейчас приехал, а до этого он не знал, что ли, что Хабиб, например, гориллу продает, энергетик. Он же ему ни слова не сказал. Ну, то есть это конченый чертофан просто. И то, что этот Литвин со своими, он даже не рекламировал эти энергетики. То, что он приехал помогать, он же не обязан, никому не должен. Спасибо должен был сказать, что он хотя бы там, сколько он, 5 миллионов, по-моему, потратил, пожертвовал. Это же не просто так, не какие-то копейки. Когда трагедии бывают, хоть там энергетики, хоть что, человек помогает, это нужно ценить. Как бы. Он же не обязан. То же самое этот Тамаев тоже. Ну, вот тут как бы, знаешь, я как бы поддерживаю блогерскую тематику тем, что благодаря их вещанию, да, в интернете другие люди узнают и вот, да, там через Тубу донатят. И как бы это, ну, это хорошее дело, хорошим делом они занимаются. Тут как бы, Да, тот же этот был там еще, как его, этот Сергей Романович тоже
Мгм. Кто-то скажет, да, про него тоже что-то нелицеприятное, еще что-то. Но приехал, видишь, за счет него, и по его причине собрали где-то, по-моему, 3 миллиона или больше. Не помню, в общем, там суммы, но тоже свой вклад сделал. И плюс это событие стало, ну, я, как сказать, о нем видел некоторые события, да, его эти скачки имана, так сказать, и это для него стало, ну, он типа вернулся к религии, молиться начал, и это событие стало как раз в тему, он поехал, помог, как бы еще больше, так сказать, в религии укрепился, братьям помог, как бы, ну, негативного я лично не вижу в этих моментах, чтобы кому-то какие-то замечания делать. Когда мирное время, все спокойно, там, я не знаю, где-то на подкасте, там, сесть, там, что-то обсудить, какие-то детали, там, не знаю, моральные стороны, это одно дело. А когда люди приехали, чтобы твоему народу помогать, там, что-то говорить, там, еще таким тоном, с какими-то наездами беспонтовыми, но это максимальный кринж просто. Да, я ни в коем случае Тут не отрицаю, что мясо людей Писания нам можно. Я конкретно про Россию имел в виду, у меня просто конкретные сомнения насчет них. Придерживаюсь мнения о том, что у них от людей Писания мало что осталось, и они для меня не люди Писания, но я свое мнение никому не навязываю. А если придерживаться мнения, на котором ты, то чем отличается чисто физически убитое мясо людьми Писания и не людьми Писания? Абсолютно не важно. Оно может быть идентично, ничем может не отличаться. Разница будет лишь в том, что Аллах дозволил нам то, что заколото мусульманином, христианином или иудеем, и запретил нам то, что заколото любыми иными конфессиями или атеистами. Вот в чем разница. То есть они, даже если атеист там, или буддист, или зороастриец возьмет и полностью по канонам ислама зарежет животное, его мясо не будет для нас дозволено. То есть физически оно может абсолютно не отличаться. Но суть здесь в том, что оно, вот от них Аллах нам дозволил, а от них не дозволил. Это как и с женщинами. Аллах дозволил нам жениться на мусульманках, христианках и иудейках. И запретил на всех остальных. А физически они как-то отличаются разве? Вот, те же самые женщины физиологически абсолютно одинаковые. Но вот они запрещены, а те дозволены. Да и не только насчет России. У меня такое мнение в той же самой Европе. Навряд ли у людей осталось что-то от людей Писания. Но я не навязываю свое мнение тем, у кого второе твое мнение. Знаю, что даже у ученых есть разногласия на этот счет. Просто хотел логически понять ваше мнение. Не, насколько я знаю, я не видел никаких разногласий у ученых. Я не видел ни одного как бы современного ученого, кто бы вот говорил то, что ты говоришь. Единственное, я это встречал от Абдуллах Бухари, есть такой, ну, вряд ли ученым его можно назвать, ну, вот такой, короче, известный, наверное, не знаю, как правильно его будет определить, но я не слышал никогда, что среди ученых там было бы какое-то разногласие на тему, что мясо или что люди Писания их сегодня не осталось, там их нельзя считать, я подобного разногласия не видел. Не знаю, может быть есть, может я просто не встречал. Наверное, тут надо сначала разобраться именно, почему нам разрешено мясо людей Писания, и понять это, почему присутствует ли у нынешнего населения стран не мусульман. Короче, я запутался. Но я, по-моему, уже сказал, почему. Потому что Аллах дозволил, и все. Без каких-то деталей. То, что Аллах нам дозволил, может, то, что запретил, нельзя, все. Ну, вот чтобы логически понять, допустим, очень соблюдающие такие страны, если в общем сказать, это Польша католическая, Испания, Португалия. И если сравнить с христианами тех лет, 7 века, там, 4 века, то ну, их вероубеждений разницы никакой нет. Что эти по исламу неверующие, что те, как бы, да, и что те верили,
там Сын Божий там, и так далее, что эти верят. Как бы разницы никакой нету. Поэтому, ну, что должно такого быть, чтобы они были какими-то особенными людьми Писания? Вот это непонятно, что они должны такого сделать. Я хотел сказать, что современные стейкхаусы имеют специальные плитки гриль, чем-то похожие на плитки, как в Макдональдсе для бургеров. Для стейков чаще всего максимум после обжарки стейка просто соскребают поверхность плитки ножом. Ну, это, скорее всего, термальная идет обработка, то есть огнем, жаром она очищается. Это, в принципе, тоже нормально, если ее таким образом очистить. Вот смотрите, есть такой интересный момент в вопросе мяса людей Писания. Сподвижник Абдулла ибн Умар известен своей осторожностью. Он не ел мясо некоторых христианских групп, считая их убеждения, что их убеждения могут выводить их за рамки людей Писания. Например, крайние течения. Пока не отошли от темы, у нас в основном женщины страдают из-за детей после разводов и так далее, но нередко бывает так, что женщина сбегает с детьми в какую-нибудь другую страну, очевидно действуя на опережение. Как считаешь, это преступление аналогичное или кто-то больше, кто-то меньше? Преступление ли это... Ну, я думаю, да, это, конечно же, преступление, но я не понял твоего вопроса, что значит кто-то больше, кто-то меньше. Салам алейкум, вопрос такой светский, житейский. Любишь ли узбекскую кухню? Я не узбек, но блюдо Узбекистана мое любимое. Конечно, люблю узбекскую кухню. Конечно, люблю узбекский плов, самса, что там, узбекские манты с рубленым мясом. Зря вы сейчас это... Я аж что-то аппетит, короче, разыграл. Больше не задавай такие вопросы. Тумсо, как думаешь насчет объявления Ичкерии террористической организации? Смогут ли они под это подвести как-то европейцев или другие страны, чтобы использовать Интерпол против определенных личностей под этим соусом? Нет, это Интерпол это должен, как это сказать, определить такое преступление, преследование, как политически мотивированное, и должны снять. Я, конечно, не знаю, как на практике это будет, но по идее это противоречит этому уставу интерполовскому. Потому что здесь это то же самое, что, например, свидетели Иеговых, их ведь тоже террористическими там, каким-то движением объявили. Также они организацию, они вот ЛГБТ это движение, назвали это организацией и объявили это террористической организацией. Соответственно, всю символику там тоже объявили. Но мы же понимаем, что ничего из этого как бы не будет приниматься в странах этого мира. Поэтому такие вещи, как бы, они не рассматриваются как реальные какие-то преступления. Это считается политически мотивированным преследованием. За исключением каких-то реальных преступлений. Вот если человек, допустим, какой-нибудь там участник нападения на Крокус-Сити, например, если будет объявлен розыск, то вот там и будут, конечно, его рассматривать именно как террориста. Кстати, по Крокусу, ты не изучал этот вопрос? Ну, вообще все эти действия, то, что там было? В плане, например... Детально нет. Например, вот многие заметили такой момент, то, что в зале там было множество людей в одинаковой одежде, и они как-то координировали ход действий там. В синих водолазках, в частности, они были.
Ну, там немного людей было, там показывали 2 человек. И Нет, они не в больше. одинаковых были, они просто из-за того, что, типа, они вели себя якобы не так, не были в панике, типа, и поэтому там считалось. Ну, не, я, конечно, такие вещи, как бы. Ты знаешь, Да, когда у не, тебя вот здесь а, лежит там туша, допустим, мертвая коровы какой-нибудь, она у тебя туша здесь лежит, вот есть машина, которая ее сбила, она вся там а, разбитая, у нее морда, у нее на ней, значит, шерсть этой коровы. Машина сама в Кувейте, там, значит, люди сбившие, они все в крови. Скорая их там что-то откачивает. И ты вот эту картину всю ты видишь, вот она вся перед тобой. Но ты раз и начинаешь смотреть, и что-то там, это тормозной путь, какой-то он, значит, вот странноватый. И начинаешь копаться в каких-то деталях просто ради того, чтобы сказать, что нет, это не так. Это не эта машина сбила, а на самом деле корова упала с неба, машина ударилась там об другую, то есть пытаешься вот как-то отрицать очевидное. Но я так это воспринимаю. Там, по-моему, настолько все было очевидно. Как бы. не, ну там есть явные вот эти, даже там есть один сотрудник, который прямо вот сидит он в зале, его рожа, а потом он при задержании, опять же, его же рожа. То есть это, ну, 100% один и тот же человек. Да нет, это же тоже опровергали. Там же показывали, этот человек сам выступал. Чем опровергали? Ты чисто, короче, посмотрел этих Я внешне конспирологов, а просто опровержение вижу, даже как... не посмотрел. Вот этот чувак, про которого говорили, что это он потом в задержании участвует, он потом опроверг это, отдельное интервью есть с ним, где он говорит, я вот, я это не он. Не, ну, конечно, он скажет, что я это не он. Да, это не он, потому что тот, кто задерживает, его лица даже не видно, он в маске. Его Ну только да, часть верхнюю видно, и они говорят, что это он. А потом этот дает как бы, интервью, говорит, вы что, я вообще как бы не он. Ты вообще понимаешь, насколько это слабый довод? Посмотреть человека с половиной закрытым лицом и сказать, что это вот он, потому что есть какое-то внешнее сходство. Имеется в виду, совершает такое преступление, то есть отнимая детей, например, у матери или также наоборот у отца, избегает какую-нибудь другую, имеется в виду их преступления аналогичные прежде всего перед Аллахом. И в целом твое мнение очень интересно по этому поводу, особенно это актуально в последнее время. Не, я каких-то заключений, как бы, фетв давать не буду. А, Ситуации могут быть как бы индивидуальными. Но а, если родители в разводе и один без какого-то согласования именно тайком этих детей куда-то увозит, то, конечно, это преступление. вот посмотри фотку, я тебе скинул. Да, я вижу я эту фотку. Ну, о чем она говорит, как бы? Про- Ну Просто, ты блядь, посмотри на его лицо, просто это же один и тот же человек. не, ну ты реально, как бы, ты понимаешь, насколько это слабый аргумент. Вот здесь закрытая не то, что пол лица, здесь только глаза и часть лба видно у этого человека. Ну глаза же одни и те же. Я просто поражаюсь иногда твоей логике, Бергман. Не, ну посмотри, это же явно Ты, видно. здесь не на что смотреть. Здесь фотография ужасного качества. И ты по ней определяешь, что это один и тот же человек. Ну блин, это очевидно просто. Это, ну я не знаю. Ну окей, Не я может здесь, быть, что... здесь, как говорится, наши полномочия уже все.
Я не знаю, я просто смотрю на этого человека и вижу, что это один и тот же. В тот же день, в тех же событиях, прям настолько похожие люди, как они там оказались. Это удивительно. Плюс еще там момент, например, когда это все началось, вокруг там полно милиции, участков разных, и никто ничего не делал. Просто как это объяснить? В каком смысле никто Плюс ничего еще, не делал? ну они ничего не предпринимали абсолютно вокруг эти, как это, будки с милицией, то, что есть, короче. И плюс эти чуваки, якобы они поехали там, проехали за час 300 километров, или сколько там они проехали. Типа в Украину они ехали. Как будто там Украина — это поле перейти просто. Я не знаю, может там отчасти что-то есть, реально, что вот кому-то в голову забрело это сделать. Но в основном явно видно, что это прям руководилось прям именно структурами. Нет, то, что в этом могли участвовать их службы, быть в курсе темы, это вообще как бы не отрицается. Вполне возможно. Как и в Норд-Осте, например. Там ведь тоже они как бы были в курсе. Не, ну Но Нордост — это прям такое. Там, даже если они как-то... Это может быть типа как когда в Беслан ехали, типа гаишникам заплатили. В таком роде может участие, чтобы проехать чисто. Но этот Крокус, это прям видно, что вот организовали они прям. не, в Норд-Осте как раз-таки там их они непосредственно как бы вели. То есть там понятно, что они были полностью в курсе. В какой-то момент они, может быть, потеряли контроль, но в целом они очень сильно были осведомлены. Это там явно видно. Я Там даже слышал, есть человек, который был в этой как бы группе, потом оттуда просто вышел, а потом был убит где-то там в Азербайджане. Ну, там больше как бы есть расследование на этой теме, Нордостовской. То, что они были в курсе, вообще это без сомнений. а Но так здесь вообще, просто сказать, что они как бы могли быть в курсе и в целом могли эту тему вести, это одно дело. Но просто вот эти вот доводы, там, что здесь у этого кофта синяя, там, и у того она синяя, ну, это очень как бы слабые аргументы. И хорошо, там будки, которые... Какие там будки? Нет там никаких будок. есть. Ты даже Нет по там, о карте каких будках ты посмотри. говоришь? Что за Ну, будки? посты полиции. Да нет никаких там постов. В Москве какие посты полиции? Как это в Москве, какие? Ну вот какие посты полиции в Возле Москве? метро там будки вот эти бывают всегда. Да блин, Они это там то, есть? что в метро бывает, это там этот пункт полицейский, где эти два чувака стоят, ты про них Вот, говоришь, что ли? Это да, там да, это вот типа такие. охрана там была. Но они что сделают Но они против вооруженные, они с вооруженных людей? автоматами. Они тоже вооруженные. Но они И ничего, чё? они вообще даже не вышли оттуда. И тебя это Хотя мы удивляет? прямо там, ну, В смысле, конечно. тебя удивляет, что российский мент как бы испугался Не, ну, вооруженных людей? испугался это одно, как бы. Но в целом они же должны реагировать. Плюс им звонили. Там люди Не, смотри, вот ты названивали. смотри, изначально ты говоришь, а вокруг будки. Потом мы это все сужаем, получается, там есть вот один, значит, полицейский пост, ну, пункт внутри для обеспечения типа безопасности, вот один, то есть это не какой-то там СОБР сидит. Там есть просто какие-то вшивые два мента, ну, три, может быть. Да. И то, что Ну, они испугались вооруженных людей, расстреливающих всех, кого видят, это странно, на твой взгляд? По-моему, это ну, как раз то, конечно, чего странно. нужно Они, ожидать от российских ментов, которые пошли служить в этот пункт в торговом центре, явно не для того, чтобы вообще в мыслях у них даже не было, что они будут с вооруженными людьми воевать. Они максимум там, рассчитывали кошмарить каких-нибудь заезжих мигрантов, спросить у них документы, вот это все, что они
на что они рассчитывали. Мигрантов с автоматами они точно в кошмарном сне не думали, что они там увидят. Нет, там на улице этот пост еще. То Там есть не на улице пост, там рядом есть рядом, да. база Росгвардии. И да, Ну, действительно, они туда очень долго ехали. Но это как бы тоже для любого проживающего в Москве понятная история. Потому что пока они по этим ну пробкам как, они туда же не добрались. знали, смотри, если они не едут, значит, они знают, что туда не надо ехать. Откуда они могли знать, что туда не надо ехать? Нет, это неправда. Если, то есть учетом даже того, что ФСБ это все организовало бы, даже при таком раскладе эти росгвардейцы не были бы в курсе. И они бы туда по вызову выехали. Это просто типичная российская правовая система вот так сработала, правоохранительные органы. Пока они там проснулись, пока они собрались, значит, бронежилеты свои натянули, по своим автобусам распределились, и потом по пробкам, пока они туда доехали, там уже вся война закончилась. Ну, пробки это не проблема для мигалок. Нет, Так-то. это проблема для мигалок. Это в такой момент, в час пик, это проблема для мигалок. Хорошо, допустим. А что ты скажешь насчет того, что они за час, вроде, они 300 километров проехали Это этого? тоже неправда. Короче, Как ладно, неправда, они сами же ладно, говорили мне об твой этом. неинтересен этот спор, я понял, короче. Ты чисто посмотрел каких-то там типов, да, Да я новости просто постказемельщиков посмотрел. каких-то посмотрел и чисто накидываешь. Это Ой, даже не смотрел. вообще неинтересно, поверь. Окей, если ты так думаешь, ничего страшного, пусть так будет. Хотел сказать насчет так называемых людей Писания. Не все из них являются из числа людей Писания. В Иерусалиме и в Иордании, и в Сирии там действительно есть люди Писания. В Европе они для галочки верят, что была какая-то вера, а есть и такие, которые не ходят в церковь. Я дискуссию провожу с ними. Ну, твое мнение вообще не опирается на текст. Мы мусульмане, нас Аллах не обязал разбираться в верах людей Писания. То есть они соблюдающие или не соблюдающие, они правильно верующие или неправильно, мы вообще как бы этим не разбираемся и не должны. Для нас важно, то есть для нас достаточно, что если человек себя причисляет к христианам, например, он для нас человек Писания. Мы не смотрим, он ходит в церковь, он там с какой стороны он начинает креститься, сколько пальцев он использует. Вообще, как бы, мы не должны в этом разбираться. То же самое и с иудеями. Он говорит, что он иудей. Этого достаточно для мусульманина, чтобы считать его ахлю китаб. Сказано же, что основа их куфра в том, что это Троица, это крест, это объявление Иисуса Сыном Божьим. Разве ближневосточные и европейские не одинаково это считают? Какая разница? Ближневосточные из-за того, что они в халате ходят или в чем? Удивляют такие заявления вообще. Ну что, почему ты не размещаешь рекламу в канале? Это же хороший плюс к заработку, и может что-то полезное, может быть, подписчикам. Почему не размещаю? Размещаю, когда бывает. Бывают предложения. Размещаю. Вот недавно у меня была здесь реклама VPN-сервиса одного. Разместил. Когда есть предложения, нормально делаю. Но в основном предложения бывают неприемлемые. Большинство из них, то есть, если тебе из 10 попадется одно приемлемое предложение, то это хорошо. В основном это какие-то сомнительные проекты. Ну, больше всего тебе предлагают что-то азартное рекламировать. Там больше всего денег за эти рекламы дают, и они охотно как бы идут. Естественно, мы это делать не можем, поэтому сразу они отпадают. Потом какие-то сомнительные бывают проекты, когда ты, например, недавно на меня вышел какой-то канал, он закрытый сам, вот это уже подозрительно, когда канал закрытый.
И в описании канала написано, что он, значит, обучает людей заработку, как зарабатывать. И на такой исламской волне они как бы на меня уходят, салам алейкум, брат, там реклама туда-сюда. Я говорю, а чё, чем вы, значит, занимаетесь? Вот мы халяльный заработок, людей учим там халяльному заработку. Я говорю, а канал почему закрытый? Откройте, чтобы можно было ознакомиться. Они говорят, нет, мы так, мол, не видим тогда приход какой, типа, с рекламой, нам сколько человек пришло. Ну, я, естественно, отказался, потому что там слишком большой риск. Ты можешь прорекламировать, окажется, что это какие-то скамщики, и потом весь негатив от этого прилетит к тебе. Придется ответственность с ними разделять. Короче, в итоге мало бывает таких приемлемых предложений. Там энергетик прорекламировал. Ну, энергетики не предлагали никогда. Ну так в Энергетики, целом, как считаешь? я даже не знаю. У меня нет каких-то проблем с энергетиком, то есть я не воспринимаю его как что-то типа запрещенное там и так далее. Например, там Red Bull, что-то такое, я не вижу в этом. Я бы, наверное, рассмотрел, не знаю. Так как не было таких предложений, я пока не думал об этом. Если Кстати, мне предложение прилетит, кажется, то, конечно, буду рассматривать. мы, кажется, как-то говорили об этом. То, что вред есть, например, как и курение, так и... Да, ты тогда сказал, что... Как ты сказал, типа разногласия или не доказано, по-моему, Насчет энергетиков? насчет курения, насчет вреда. Ну, типа, бывает, что кто-то всю жизнь курит, ему не вредит, бывает, вредит. Нет, я Типа, такого не сказал, что не доказан вред, это я не сказал. Это очень неправильно мои ну, слова что-то понял, если ты такое так ты понял. сказал, Я примерно. говорил, что курение – это… Я объяснял, почему курение запретно в исламе, почему ученые запрещают. Нет прямого запрета на курение ни в Коране, ни в Сунне. Но курение запрещается из других выводов, других ученых из другой сферы, то есть медицины, так как эти ученые, провели исследования и считают, что курение вредит здоровью, поэтому, исходя из их информации, ученые ислама сказали, раз это вредит здоровью, а вредить здоровью Аллах запретил, то есть вредить самому себе, поэтому курение является харам. И я говорил, что эта фатва ученых ислама опирается на заключение других ученых. И если завтра эти ученые, другие медицины, ВОЗ, завтра скажет, мы, оказывается, ошибались. Оказывается, курение – это вообще продлевает жизнь, там сосуды очищаются, значит, риск тромбов снижается и так далее, то и запрет на курение спадет. Вот что я говорил. То, что курение вредит здоровью, это сегодня как бы доказанный факт. Это не может как бы оспариваться. Единственное, в исламе А энергетики? разногласие по поводу курения, это то, что это как бы запрещено, это или это нежелательно в этом промежутке. Но никто не говорит, что это дозволено. А насчет энергетиков я не знаю. Я же говорю, вообще не изучал этой темы, поэтому я не готов сейчас по поводу энергетиков ответить. Проснюс ты такой. Нет, проснюс я наоборот говорил, что проснюс... ты имеешь в виду проснюс говорил, что не доказано вред. Это да. Это проснюс мы это говорили. Ну, насчет энергетиков, они явно вредят желудку, зубам. Как бы, я думаю, никто не сомневается в этом. Ну, я не знаю. Я не то, что не сомневаюсь. Я просто этого не знаю. Я знаю, что энергетика в большом количестве его употребления будет вредно, но при этом то, что ты говоришь, вредит зубам, вредит кишечнику, я этого не знаю. Ну и сердцу тоже, так как много кофеина там. Во всяком случае, я пока не встречал таких ветв о запретности энергетиков. Энергетик абсолютно не вреден, если употреблять одну банку в сутки, но если человек берет и пьет 5, то является ли он харамом? Ну, видите, вот как раз это в этом и вопрос.
Вот это и здесь и появляется предмет для дискуссий и разногласий. Потому что почему, например, те, кто говорят, что курение макрух, а не харам, почему они это говорят, на что они опираются? Они как раз приводят, что если смотреть с точки зрения харам все то, что вредит здоровью, тогда почему сахар не харам? Почему торты, там, пирожные не харам? И есть логика в этих их словах. Ну, торты и пирожные зависят от состава и от количества, от частоты употребления. Таким образом, банан тоже может вредным стать. Ну, видишь, Если то же много самое и пить. с энергетиком тогда тебе скажут. То же самое тебе и с сигаретой скажут. Ну да, но есть разница, например, энергетика это синтетика, а натуральный продукт это натуральный. То есть там чисто от количества может что-то от какого-то критического количества произойти. А энергетика в основе своей, он там кофеин, сахар, гуаран, вот эта вся шняга, короче, формирует такую среду вредную, короче, для сердца, для желудка. Ну, не знаю, я пока не встречал эффектов запретности энергетиков, хотя сам, конечно, не употребляю. И вряд ли это как бы полезная вещь. Там кто-то руку тянет, видимо, не знает, что можно Так, сейчас сразу я зайти и включу. заговорить. Все, включу. Может, ты просто не в курсе, но этот ньюс еще как доказан. Я скину тебе сюда ссылки и надпись много всего. Нет, ты можешь себя не утруждать. Там как бы единогласного заключения такого нет. И весь вред, на который там даже указывают, это вред зубам, деснам, кишечному тракту, слизистой, там еще. Короче, это, то есть его вред снюса гораздо меньше, чем вред пирожных, которые ты берешь в магазине и кушаешь. То есть, исходя из этой логики, надо на этих пирожных написать харам на тортике. То есть, поэтому нет, это, конечно, вообще очень слабый аргумент. Что думаешь про внешнюю политику Huawei? Я, я вообще про внешнюю политику всего этого региона очень плохо думаю. Кстати, по снюсу есть фетва постоянного комитета ученых и Аль-Азхара о том, что это харам. Да, и на что опираются? Ну, на вред. А по пирожным нет у них такой фетвы. Ну, они приравнивают его к курению. Видите, я же поэтому говорю, это если просто таблит как бы делать, ну, да, то одно. Но когда ты начинаешь критические вопросы на эту тему задавать, то вот у меня вопрос к этому комитету и к Азгару. А почему торт не харам? Наполеон, например. Почему он не харам? Почему медовик не харам? Мне очень нравится медовик. Медовик не трогать. Вот тут ты сейчас переступил грань. Я уверен, что Это уже от было этого снюса вреда меньше, чем от медовика. Но его никто не запрещает. 100%. Если из хороших ингредиентов, то медовик четкий будет. А так, в целом, конечно, есть вопросы у меня лично к жителям, ну, вообще к арабам в целом, потому как насколько много они сахара поедают. Как бы если бы они ученых слушались, то можно было ученых подвести к тому, что сахар это харам, и они бы оздоровились все. Я все же скинул там целые как бы, исследования, которые проводились. А ты в курсе, что с этими заключениями не все согласны в этом научном сообществе? И надо понимать, что вот по снюсу разногласие среди ученых медицины, оно не строится там, то есть оно не в том формате, что одни говорят,
он вреден, а другие говорят, что он безопасен. Оно строит, это разногласие в том, насколько он как бы вреден. И вот есть те, кто, допустим, говорят, рак поджелудочный, что-то сердце и так далее. Но есть ученые, которые не согласны с этим, говорят, что нет, его вред, как бы он не настолько силен, чтобы влиять на сердце, тем более вызывать рак, Снюс? да, и так далее. И тогда это, то есть, когда если этот вред минимален, то мы имеем ситуацию, когда торт-медовик гораздо более опаснее, но его почему-то никто не запрещает. Сахар никто не запрещает, понимаете? Так медовик же не едят каждый день. Почему не едят? Едят. Кто-то ест каждый день. Не, ну это уже понятно, что люди с какими-то отклонениями. Почему с отклонениями? Любой нормальный человек каждый день с удовольствием будет кушать сахар. Как бы желание есть сладкое – это наша фитра человеческая. Это вот, то есть это не тот вопрос, это не вопрос привыкания. Сахар мы по умолчанию хотим сладкое. Ребенок, когда только рождается, когда ты ему что-то сладкое на губы там, или в рот ему кладешь, он начинает улыбаться. То есть это прямо вот с рождения у нас есть эта любовь к сладкому. И человек, если он не будет сам себя тормозить, он будет ежедневно кушать сладкое. Не только будет, он это делает. Большинство людей так делают. И как бы исследования тут уже доказанные, и среди ученого сообщества медицинского нет в этом плане даже разногласий, что это страшно как бы вредная штука. Но вот никаких фетв о запретности мы не видим. При этом мы как бы видим фетвы о запретности снюса, по которому есть вообще разногласия о его вреде. Просто у него есть зависимость еще. То есть вред есть и зависимость есть. Сладкого Точно так нет же прям с сахаром. зависимости. Есть. Гораздо больше сильная Просто зависимость от сладкого у нас. Assalamu alaikum. Tom sa snus to shu e don ka la lola. Алейкум салам ва. Vela, снюс то шваз мезум юшмус. Ордина. и насчет того, что фетвы нету, это, конечно, проблема. Я же говорю, вот арабы едят просто критическое количество сахара. Это проблема на самом деле. Просто они до этого, видимо, еще не доросли в плане таких вопросов, скажем, ну, я не знаю, второстепенных, назовем так, в кавычках, каких-то там из области там правильного питания. Не то, что не доросли, не дошли, скажем так, не доросли, это чуть неправильно. Кошт богош хальчарам хулих, кошт богош хальчарам хул. От тортов зависимость не бывает, проблема еще как бывает. Еще как раз таки от сладкого очень сильная зависимость. Не только, не то что от сладкого, от кофе даже зависимость есть. Конечно, бывает. От кофе? Да? Ну, не знаю. Я считаю, все это в голове. Я спросил чат ГПТ и Gemini, они утверждают, что это негласное постановление. Можешь ли ты привести обратное, что это негласное? Это про что сейчас речь? Про снюс? Если это говоришь, ты их же спроси, а есть ли скорее всего. альтернативные как бы, мнения? Тебе сразу приведут они. Например, вот про рак поджелудочный и инфаркты. Там самые сильные разногласия по этому поводу. То есть это были какие-то ранние исследования, которые, в частности, в Швеции в 90-х годах проводили, и они типа показывали тогда, что там рак поджелудочный и так далее. А уже новые, более крупные современные исследования не нашли этого убедительного доказательства такого удвоения риска. Вот я смотрю, говорит, что подтвержден вред снюса, медицинский именно подтвержден исследованием. Нет, вы видите, опять когда мы говорим про вред, я же говорю, там спор не идет, что он безвреден или полезен. Ассаламу алейкум.
Спор идет о том, что он не вызывает рака поджелудочной или инфаркта. То есть там нет такого вреда. То есть этот вред, он как бы минимален. И мы об этом говорим, что Он же может когда вызывать. есть этот минимальный вред, он есть во многих как бы вещах, которые нам не запрещают. Вот о чем речь. Смотри, он может вызывать рак полости рта, потом риск для обмена веществ, инсулинорезистентность, с ним есть связь, повышенный риск сахарного диабета 2 типа. Давайте сделаем так, вот когда вы начинаете читать, сразу создается впечатление, что ваша как бы точка зрения научная, более обоснованная, а я как бы говорю от себя, и это как будто бы моя менее обоснованная. Поэтому я тоже буду читать, чтобы опровергать то, что вы читаете. И вот я как раз прямо сейчас за чат GPT, и вот она, эпидемиология, значит. Ранние исследования действительно показывали повышенный риск рака поджелудочной и у потребителей снюса. Но более новые и крупные обзоры, например, работы International Agency for Research on Cancer и World Health Organization, не нашли убедительного доказательства такого удвоения риска. Основная критика – плохой контроль факторов, курение в прошлом, алкоголь, питание, небольшие выборки, противоречивые результаты между исследованиями. Итог. Консенсуса, что снюс в 2 раза повышает риск рака поджелудочной, нет. Сердце и инфаркты. Тут ситуация более тонкая. Никотин действительно повышает давление, увеличивает частоту пульса. Есть данные, что у людей, уже перенесших инфаркт, снюс может повышать риск смерти. Но для здоровых людей связь менее ясна. Многие исследования показывают меньший риск, чем у курильщиков сигарет. Риск для сердца есть, но утверждение про резко высшую смертность из-за никотина – упрощение. Нитрозамины и лабораторные данные – это правда, но с нюансами. В снюсе есть табачные нитрозамины. Они действительно вызывают рак у животных, но уровень этих веществ в светском снюсе намного ниже, чем в сигаретах. Современные стандарты, например, какой-то, сильно их ограничивают. Итог. Факт наличия – да, но гарантированно вызывает рак у людей – нет. Десны и лейкоплакия. Вот тут почти нет споров. Локальные изменения десен очень часты. Лейкоплакия встречается, но часто обратима при прекращении. Редко переходит в рак. Итог. Это один из наиболее подтвержденных вредов. То есть в итоге мы приходим, что из подтвержденных это вот десна. И опять-таки тогда мы возвращаемся к тому, что по сравнению с ним медовик – это прям смерть. Риск диабета там, и инфаркта, этот сахар. Там, ну, понимаете, это я сейчас просто условно медовик привел, но это любое пирожное, мучное изделие, которое содержит в себе сахар, муку, там столько всего вредного, нам ведь это никто не запрещает. Ну, я имею в виду, и в исламе там понятно, что медики трубят о опасности. И вот тут еще много-много всего это можно читать. Если вы беспристрастно посмотрите, вот стереотипы откинете, а просто, окей, у меня 0 информации об этом, я чистый лист, я хочу получить информацию. Вот так зайдите, вы много интересного для себя откроете, а потом задайте эти вопросы. Почему то, что гораздо более вреднее, нам не запрещают? Доказано, где нет никаких споров. А вот тут к этому прикопались, сделали это харамом. Почему? А потом задайтесь вопросом, почему, например, у нас в Чечне сигареты продавать можно, по которым нет вообще разногласий, что они рак всего вызывают. Они вредные и страшно. А снюс у нас запрещают. Почему? Разве с точки зрения здоровья нации не выгоднее было бы всех, кто курит, пересадить на снюс? Разве это не было бы гораздо меньшим вредом? Тут, понимаешь, просто есть грань, то, что еда в основе своей дозволена, будь это медовик или шашлык,
до тех пор, пока от нее не будет вреда. То есть, например, какому-нибудь диабетчику, или как говорят, для него медовик может смертельным стать. Для меня ничего от него не будет. А снюс, сигареты, они изначально вредные, то есть в них нету никакой пользы, по сути. Понимаешь, вред, зависимость, вред, она заложена уже в них, поэтому разница с медовиком несопоставимая. Ну, Понимаешь? это чисто твои как бы размышления. С тобой не согласятся люди, которые находятся под зависимостью сладкого и не могут из-за этого как бы похудеть. У них Ну, это не диабет, у них моя. проблемы. Это, понимаешь, они, для них как бы снюс это меньшая проблема. Вряд ли для них. Я бы разъяснил тебе, потому что сама пища, еда в своей основе халял. Все дозволено, пока нет доказательства запрета. Аллах в Коране сказал: ешьте, пейте, но не излишествуйте. А сигареты и снюс в своей основе харам, потому что изначально вред заложен в самой сути ее. Зависимость, а в еде самой сути не заложены. Но видишь, сигареты мы вообще как бы молчим, здесь нет разногласия, потому что сигарета очень, она харам, но опять-таки она харам не потому, что в ней заложена зависимость. Кто ее в нее заложил зависимость? А это же дело привычки. Она вредна, потому что она вредит твоему здоровью. Вот почему она вредна. А что касается твоего аргумента, что вот еда в своей основе, так это еда от того, что ты как бы все то, что ты можешь есть, теперь является для тебя дозволенным, пока не доказано, что это запретно, но так это таким же образом очень легко можно доказать, что это запретно, как бы доказав вред этой еды. И здесь доказать вред несложно. А почему-то никто не спешит это делать. Вот в чем вопрос. Там нет, я этот довод как бы не понимаю, не принимаю. Из Ахлю Сунна Джама фетва. Я понял, я фетвы знаю, я же понимаю, но я говорю, у меня как бы есть критический подход к этому. Я же не говорю, что это я не согласен с этими фетвами или там, не следуйте за ними. Я просто говорю, что я в них очень сильно как бы сомневаюсь. У меня есть сомнения по этим фетвам, по их правильности. И здесь не вопрос таклида. У меня, если бы, например, Аллах с текстом священным это бы запретил, вообще вопросов не было бы. Но здесь ученые, исходя из других каких-то выводов, других ученых из другой сферы, это запретили, и это я имею право как бы сомневаться в этом. Тем более, что прецедентов немало, когда нам все радио нам запрещали, как бы много всего запрещали, кофе нам запрещали, а сегодня это все дозволено. То есть такие прецеденты есть. Поэтому я просто озвучиваю свои мысли. Да, если ты просто как бы делаешь таклид, то вопросов нет, это твое право. Но если ты критически начинаешь над этим мыслить, то у тебя возникают вопросы. Почему ты не принимаешь это для себя? Разве не это есть высокомерие? Нет, это не есть высокомерие. Есть высокомерие, это когда у тебя есть священный текст, и ты как бы ему противишься, не принимаешь. А не соглашаться с людьми, которые... Вчера тебе люди кофе запрещали. Вот, давай тогда поговорим об этом. Неудобная тема для многих таклитчиков. Вот, смотрите, были запреты на кофе. Ученые ислама запрещали пить кофе. Это достаточно неприятная страница в истории. Сегодня никто не запрещает кофе. Вот давайте подумаем. Вот такой человек, который тогда высказывал сомнения в этих фетвах, он проявлял высокомерие или он оказался в итоге прав? Просто я считаю, что если мы из-за даже малейшего вреда что-то запрещаем, то мы должны многие вещи запретить. И в первую очередь все, что связано с сахаром, должно быть запрещено. Или как минимум регламентировано. Типа вот столько в день, например, можно, а там большее количество нельзя и так далее. Либо надо все-таки к этим вопросам подходить проще. Нет, Суна Цахазнез, выдающие ученые не запрещали, запрет был, если даже из-за неправильности вопроса.
Еще как был. Еще как был. Ученые запрещали кофе. Изначально это кофе воспринималось как что-то опьяняющее. Из-за того, что он как бы бодрил, кофе запрещали. Или давай про факс, например, вспомним. Факсимильная связь была запрещена. Там были фетвы, там в той же Саудии были фетвы, что это что-то связанное там, с джиннами и так далее. Но нет, таких моментов как бы немало. Отрицать их вообще смысла нет. В эти дни приехал Ахмед Лагунский в Дагестан с гуммиссией. Кортеж был без номеров в основном. Это может быть сделано для того, чтобы разозлить дагов на фоне проявившегося братства среди народов. Уэлхиту. Кто такой Лагунский Ахмед? Я понятия не имею, это кто, о ком идет речь. Ахмед Дудаев. Ахмед Дудаев – это Ахмед Лагунский. Он приезжал без номеров? Понятия не имею. И не знаю, для чего это могло быть сделано. Не знаю, у меня нет мыслей на эту тему. А с чего ты взял, что снюс запрещен в Чечне, вроде без проблем подают? Как без проблем? Еще несколько лет назад ну, запретили, вроде говорили. Не знаю, был вроде бы запрещен. Может, потом разрешили, не знаю. Там, во многих странах он на самом деле запрещен. Даже здесь, в европейских странах, его как бы купить нельзя в обычных магазинах. Ну, я имею в виду за исключением Швеции, там, той же Германии, Бельгии, допустим, не продается в обычных магазинах. Там, где табак, свободно табак продается, а снюс не продается. И здесь возникает вопрос, как можно то, что реально вредно, доказано, это спокойно продавать, а то, в вреде чего есть, ну, в количестве вреда, как правильно сказать, есть разногласия, это запрещают. Если бы они беспокоились о здоровье людей, то они бы их, наоборот, пересадили бы всех, кто курит, на снюсы. Я знаю, вот человека не может никак бросить этот снюс, и его десна уже уничтожены просто. Если спросишь, в чем польза, зачем ты это делаешь, все говорят, типа, нервы успокаивать. Сейчас снюс разрешен в Чечне, в любом магазине с сигаретами есть снюс, в остальной России действительно есть такое, что продается только в табачках. Типа в пятерочке, где можно купить сигареты, снюса нет. Ну значит, что-то изменилось в этой теме. Ничего не слышно в чате уже минут 10, это у меня глюк или всем уже? Вы что, молчали тут все, что ли? Видимо, молчали все. Я тут пока отвлекся. Так, сейчас мы зачитаем 1 минуту. Окей, Тумса, исследовать твоей логики. Твоя версия, как ты думаешь, почему ученые ислама не запрещают сладкое? Ну, я могу только предположение на эти темы делать. Я вообще заметил один момент. Ученые ислама очень боятся дозволить что-то запретное. То есть они в своих фетвах больше предпочтения всегда отдают запрету чего-либо, чем дозволению. И это вот немного непонятный для меня момент. То есть такое ощущение, что они, когда какой-то вопрос к ним приходит, из какой-то современности вот что-то появляется, и их первая реакция бывает, то есть мы видим, что очень часто бывают проколы с их стороны, когда они что-то дозволенное запрещают. То есть они что-то запрещают, потом через какое-то время оказывается, что это было дозволено. Они в итоге тоже с этим как бы это принимают и соглашаются. А вот обратных примеров их почти нет. То есть когда они что-то дозволенное как бы запретили, то есть наоборот,
что-то запретное. Подожди, сам запутался. То есть они легче запрещают, фетвы запретные, легче идут, чем фетвы дозволяющие. Вот. То есть у них страха дозволить тебе что-то запретное, он у них превалирует над тем, чтобы запретить тебе что-то дозволенное. Надеюсь, я ясно выразился. Приведу пример, чтобы было понятно. Когда, допустим, вот кофе, да, мы приводили пример. Когда это кофе появилось, первая на него реакция была запретить. То есть был выбор, как бы страх, что это возможно что-то опьяняющее, и это может быть запретным. И если это дозволить, получится, что дозволили то, что запретно, и как бы за это нести ответственность. Этот страх превалировал, и, короче, это запретили. Но потом впоследствии оказалось, что это дозволено. Но когда что-то такое новое появляется, и стоят они перед выбором, так это запретить или дозволить, вот, а вдруг мы запретим то, что дозволено? Вот я сформулировал. Так, давай возвращаемся обратно. Забыли то, что я до этого говорил. Вот, ученый стоит перед выбором. Есть какая-то, значит, новая вещь, как криптовалюта, например. Вот хороший пример из недавнего прошлого. Появляется криптовалюта. Ученым задают вопрос, харам или халял? И вот они стоят перед выбором. У этого одно из двух положений. Это либо, точнее, не из двух. Это может быть одно из 5 положений. Это может быть запретно, может быть нежелательно, может быть дозволено, желательно и обязательно. Но здесь как бы отпадает его желательность и обязательность. Здесь скорее вот что-то из 3. Дозволенность, нежелательность и запретность. И вот они стоят перед выбором. Значит, криптовалюта. Если она дозволена, и мы ее запретим, получится, что мы запретили дозволенное. Если она запретна, и мы ее дозволим, то получится, что мы дозволили запретное. И вот когда есть вот такой выбор, они отдают предпочтение запрету. То есть, чем мы дозволим то, что запретил Аллах, мы лучше запретим то, что дозволил. То есть это меньшим считается как бы злом. Потому что если это запретит, люди не будут просто делать то, что дозволено, и они как бы в грех не попадут. Но если это запретное, и им это дозволит, то получится, что они делали то, что запретно. И, короче, они, видимо, исходя из такой логики, я так думаю, первой реакцией многое запрещает. Отсюда вот этот недавно пример с криптовалютой. Но это же буквально вчера было, когда на полном серьезе получасовые фетвы были, запрещающие криптовалюту. И любой человек, немного понимающий, как устроена вообще валюта, не только крипто, вообще любая валюта, понимал, что все то, что говорит вот тот же Рухайли, например, у Рухайли там длинная речь есть, где он запрещает криптовалюту. Но когда ты слушаешь Рухайли, ты понимаешь, что он запрещает тебе не крипту. Под его критерии запретов любая валюта мировая идет. И вот тот, кто не разбирается, для него, окей, все, он таклит сделал, как бы запретил. Но тот, кто разбирается, понимает, что эта фетва не имеет основы, что она неправильная. И я его слушал и понимал, что это неправильно, что не запрещена она. И понимал, что будет так же, как с кофе. Пройдет чуть-чуть время, и она будет дозволена. Просто они пока еще не поняли этого, хотя все было достаточно очевидно. И вот, в принципе, как я и думал, так и получилось. Сегодня уже, по-моему, там, не знаю, может, кто-то есть, кто запрещает, но в целом согласны ученые, что это дозволено. В общем, я думаю, такая логика, и в целом их логика мне понятна. Действительно, наверное, с точки зрения религии лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. И лучше, наверное, запретить дозволенное, чем разрешить запретное. Короче, меня кто-то слышал, кто-то не слышал, потому что мне здесь пишут, задают вопросы по этой теме, что я говорил, значит, меня слышали.
Вот, например, короче, просто перестраховываются, чтобы не ошибиться. Если выяснится, что они запретили дозволенное, на них нет греха. А если выяснится, что дозволили запретное, то грех. Даже не так, запретить то, что дозволил Аллах, это тоже как бы нельзя. Не просто грех, это как бы очень серьезный, на уровне куфра. Но они руководствуются тем, что вот вопрос не ясен, и если он не ясен, там, пока ясность не появится, лучше его как бы запретить, чтобы люди не совершали запретное. Видимо, вот так они руководствуются. А так, да, ты прав, это перестраховка, видимо, по всей видимости. Давайте на этом тогда завершать. Увидимся с вами, иншаллах, в Ютубе в эфире в воскресенье. Давайте. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.